мы понимаем то, что вера без дел мертва. Первый и главный долг православного христианина, какой бы национальности он ни был, татарского в том числе, конечно же, это молитва и прямое общение с Богом. И об этом опыте я хотел бы попросить выступить нашего дорогого гостя, иерея Андрея Якубова. Благословите, Владыка, Святый Иисус, отцы, братья и сестры. Где-то примерно в апреле 2018 года татарская община обратилась ко мне с просьбой начать молебен о своих сродниках, некрещенных или отпавших от веры. Я согласился, потому что до этого община обращалась ко мне, Динара помнит, но с просьбой какой-то такой общественной деятельности, что мне было не так интересно, а молитва – это прямая обязанность священника. Мы начали еженедельно служить молебен об обращении сродников с добавлением акафистов, святых татарских. И чаще всего мы служим молебен с акафистом мученика Авраама Голубса. У нас есть иконка его напечатанная. И хотелось сказать о сложностях, которые возникли. Пришло некое смущение, как мы можем в храме молиться за некрещенных людей. Вы знаете, да, в храмах православных у нас в России не принимаются записки на молебнях, да, даже о некрещенных людях. И я консультировался с богословами в Московской духовной академии, с канонистами, и каких-то проблем не нашлось. И профессор Алексей Ильич Осипов тоже и на интернете высказывался по этому вопросу, что проблем молиться за людей некрещенных в храме нету. Только мы за литургией не имеем права, естественно, их поминать, потому что литургия – это приношение бескровной жертвы Спасителя, где поминаются только крещенные православные люди. А в дальнейшем благословение первого викария, святейшего патриарха, митрополита Арсения Истринского, полностью это сомнение убрало. Владыка очень обрадовался нашему начинанию, такому молитвенному, дал свое устное благословение нашему делу. Мы совершаем молебен, который служил отец Даниил Сысоев на этом приходе. Чуть-чуть мы его видоизменили. Как у отца Даниила у нас есть вставки на татарском языке. Мы Пресвятой Отче наш читаем на татарском, псалом. Господи помилуй поем на татарском языке. И читаем апостол и Евангелие. Также дублируем на татарском языке. Когда есть, конечно, тот, кому читать. Потому что не только татарская община начала приходить на наш молебен, вот эту потребность молиться за своих сродников, некрещенных, которые мы зачастую в наших храмах православных не можем реализовать. Вот появилась такая возможность, к нам стали стекаться люди, не такое большое количество, но так потихонечку разные люди приходят, и тоже хотелось всех пригласить, кто хочет молиться за своих сродников. Вот есть такая возможность по пятницам. Еженедельно мы собираемся, примерно в 7 часов вечера у нас начало. Можно позвонить в храм за свечной ящик и уточнить, будет ли молебен в конкретную пятницу. Почти каждую пятницу есть, но иногда есть отмены по техническим причинам. В дальнейшем мы планируем, если Бог благословит и благословит в священном начале, служить литургию на татарском языке. Но тут, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Прежде всего нужны те, кто будет читать и петь на татарском языке. Так что если у кого-то есть желание хотя бы, да, но умение петь, например, но не знают татарского языка, но хотели бы участвовать в этом благом деле, тоже всех приглашаем к такому сотрудничеству, совместной молитве. И если Господь благословит, тоже вот это начинание будет исполнено. Ну, всех хотел еще раз поблагодарить за внимание и сказать, что любая миссия, как представляется, начинается с молитвы. И никакие наши слова о Христе не будут действенны, если мы не будем подкреплять эти слова совместной молитвой. А молитва – дело непростое, и вот эти молебны, которые у нас проходят еженедельно, это показали, потому
что собраться на какое-то вот мероприятие, как, например, чтение наше рождественское, мы можем, а вот собраться на молитву оказалось не так просто, особенно регулярно это делать. Вот, но надеюсь, что Господь наше начинание благословит и укрепит наши сердца в молитве, потому что это наше основное дело, не молиться за сродников, тогда и миссия наша, которая заключается в нашем добром отношении к проповеди Христа, она будет успешной. Спасибо, Господи.